Выпускали Комимо, это краеведческий журнал такой, и считался он очень такой хороший, даже по России считался одним из лучших журналов. Сейчас вот возобновили Арт, считают, что они преемники этого журнала, но это уже на современном как бы этапе. Да, и он ведь окончил еще до революции 3 высших учебных заведения. Это Харьковский университет. Ну, так как там, видимо, по геологии не было такого факультета, он решил еще окончить Санкт-Петербургский, он тогда назывался Екатерины II, горный институт. Он был престижный очень институт, туда тоже принимали не всех, но вот он, так как хорошо учился, как-то приняли. Ну и он в 16-м году вот такой даже диплом ему потом выдали, где одни отличные оценки, и даже написано, что занесен как лучший выпускник на мраморную доску. То есть, ну, потом, видимо, это тоже стерли надпись, когда его арестовали. Я не видела. А то, что эти документы все сохранились, здесь только уже отпечатки. Но сохранились-то благодаря, конечно, его дочери, можно сказать, приемной дочери. У него тоже очень интересная судьба, что он женился на вдове расстрелянного тут чиновника, очень громкой фамилией, может, слышали, Ленин был такой, Леонид Александрович. Он был земским начальником. И его в 18 году расстреляли, а он вот женился на вдове. А у нее было 4 детей, но старшие уже были, ну, почти взрослые, а младшую он усыновил, Наталью. И вот эта Наталья, она и сохранила, а я с ней общалась. И вот после ее смерти как бы эти документы ко мне попали. А вот этот эпизод, как он пришел к ней, да? Она сказала, что все мое богатство это дети. Ну да, да. Потому что их тоже, когда отца-то расстреляли, их выгнали из этого дома, где они жили. И вот они поселились там на частной квартире, где-то очень такой маленькой комнатушке. И вот она его, когда познакомилась с ним, привела его, вот она сказала, вот они мои все тут лежат. Ну да, тогда такое время было, видите. Он повел себя по-мужски. Да. Да, жалко. Кстати, вот он первый обратил внимание на почву земли, где сейчас ЛПК. Ну да, уже тогда изыскания. У него здесь разработки. Я прослушала, он кто, Куратов? Я прослушала, извиняюсь. Он уже внучатый племянник. Он у племянника, вот у Михаила, которого я говорила, уже сын. У него много тоже было детей, но вот один из них. Не все получили высшее образование, но вот более, мне кажется, значимый был. Да потом он много сделал тут. У него просто еще труд остался, который я тоже набрала потом и включила в эту книгу. Ну, он уже там обзор делал по всем районам нашим, где что можно разрабатывать на то время, это еще 20-е годы было. Ну, а потом, конечно, уже когда тут институт создали, естественно, они уже сейчас все Выступить. Ну, я, наверное, не буду вас задерживать, если потом, может, какие-то вопросы будут. Вот Наталья Васильевна хочет дополнить. Да, давайте. Здесь очень хорошо сказано было родословно его жизни, а я хочу добавить о нем как о патриоте Коми-народа. И вы знаете, вот у меня в руках литератора Республики Коми. Я зачитаю вам биографии, тут коротко, ясно и всеобъемлюще написано. Поэт, патриот и просветитель Иван Алексеевич Куратов по праву является национальной гордостью коми-народа. Он основоположник коми-литературы и коми-литературного языка, между прочим, даже языка. Первый исследователь истории затерянного в бескрайных лесах севера народа Коми, оставивший богатое наследие и в национальной культуре своего народа. Поэт родился 18 июля 1839 года в селе Киброво Усть-Сысольского уезда Вологодской губернии в семье дьякона. Ему
шел 6-й год, когда умер отец, и на руках матери, государственной крестьянки, остались 9 детей, из которых Иван был самым младшим. Энергичная мать, представьте себе, 9 детей. Те условия. Энергичная мать, несмотря на трудности и лишения, стремилась дать детям образование. В 11 лет Куратов поступил в Ярецкое духовное училище. В училище царила атмосфера бессмысленной муштры и зубрежки. Но я это вот немножко опускаю. По-другому пишут. Вот сейчас, да. Но это точно. В 1854 году он продолжил свое образование в Вологодской духовной семинарии, где ощутимо чувствовалось влияние революционно-демократической литературы. В стенах семинарии он по-настоящему увлекся литературным творчеством на родном языке. Радость жизни и первой любви в его семинарских стихах представляется в изображении коми народа жизни. Уже в первых произведениях поэта проявлялись его прогрессивные взгляды, любовь к простым людям и ненависть к поработителям, основные черты его творческой жизнедеятельности, лирическая задумчивость и мягкий юмор, бичующий сарказм и угнетение. Так. Для раннего творчества поэта характерны такие стихи, как «Девушка-крестьянка», «Весна», «Язык коми», «Сибирская дорога». Но наиболее плодотворным периодом творчества Куратова были годы жизни в Уссысольске, когда он был направлен учителем духовно-приходского училища. Рассвету его творчества способствовали близость к родному народу, сопровождающее участие в молодежных вечеринках, в народных праздниках и гуляниях, поездках в глухие таежные деревни. Внимательно прислушиваться к народным песням и сказаниям собирают устное творчество родного языка. Ну, дальше тут более подробно вы хорошо написали, но ему там не нравится и независимый характер его, там с политическими заключенными, и он уезжает на 10 лет в Среднюю Азию. Ну, тут в Средней Азии хорошо было освящено именем. Ну, короче говоря, вот видите, столько обычно вот другим писателям, поэтам только вот иногда даже колонка остается, а для него отведены вот в этой книге 5 страниц. Это говорит о таком. И, между прочим, он первый именно русскую коми-литературу он. Вот это надо всегда вам указывать, что он все впервые, от него все пошло впервые. И литература, и поэзия, и коми-язык, уже прогрессивное, вот человечество все начало изучать такие вещи. Да, это правильно вы сказали. Просто этим занимаются все-таки наши ученые, я поэтому как бы больше семейные вот, я и говорю, разрабатываю, да. Именно как раз вот, что именно он прогрессивный литератор. Да.